Уроженец Нигерии Самуэль Акиньеми планирует принять участие в предстоящих выборах президента России. Молодой человек приехал в нашу страну несколько лет назад и остался здесь жить. Привык ли врач к суровым зимам и почему решил не уезжать на родину, в следующем материале. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Как самочувствие? Нормально, боевое. Каждое утро начинается с обхода пациентов. Изъясняется врач из Нигерии на русском достаточно неплохо. Его все хорошо понимают, а главное уважают как профессионала. В России Самуэль живет уже 8 лет. У меня был вот этот выбор, либо поехать в Россию, либо поехать в Финляндию или в Турцию. Но у меня есть знакомые, которые мне говорят, что давай поедем в Россию, потому что у них хорошая медицина, есть много возможностей для иностранцев. Родители выбор сына учиться в России поддержали, оплачивали обучение. Самуэль полгода изучал в Волгограде русский язык. Позже приехал в столицу Башкортостана и стал студентом БГМУ. Сейчас нигерийцу 30 лет, он не жалеет о том, что выбрал башкирский вуз. Более того, врач уже сам преподает таким же, как и он, когда-то студентам, уехавшим далеко от родины. Благодаря нашему ректору, уважаемый профессор Павлу Валентину Николаевичу, он нам дает возможность. У нас нет разницы между, что вот это иностранный, это русский. Это он дает, там создать такую среду, где все и иностранный, и местный. У нас общение есть. Мы чувствуем себя как дома. Почувствовать как дома, наверное, в полной мере пока не получается из-за суровых зим. Теплая куртка в гардеробе есть давно, а вот иммунитет к холодам еще предстоит тренировать. Такая, пословица, для нас, мы это просто сформулировали, что зимой люди жить в холодильнике, люди жить, чем жить в России. Для меня это достаточно очень холодно, прям очень холодно. 2 года назад Самуэль получил российское гражданство, поэтому спокойно сможет принять участие в выборах президента страны с 15 по 17 марта. Я россиянин, я могу себе так сказать, поэтому я пойду на выбор и это тоже там выполнять свой обязанность, могу так сказать так. В Нигерии он был избирателем лишь 1 раз, считая это гражданским долгом каждого. Он не собирается игнорировать выборы. Тем более ему здесь жить, и судьба новой родины врачу не безразлична. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов. Новости Уфа.